Добрый день, меня зовут Афанасий Аргунов, я технический директор компании Сайберия. Сегодня я хочу рассказать о двух диагностических станциях, о двух рабочих машинах, которые используются врачами-рентгенологами для описания и в целях постановки диагноза. Это рабочая станция Siemens SyngaVia. Это достаточно не новая система, она несколько лет работает, но она достаточно для того, чтобы выполнять свои задачи, и уже несколько лет работает конкретно в этой медицинской организации. Сейчас я открою какое-нибудь исследование, непосредственно исследование, которое я приготовил. Одно и то же исследование будем открывать на двух разных машинах. Таким образом выглядит система. Она работает в оконной компоновке, вот такой, работает в двух мониторах для удобства, для того, чтобы врач мог более удобно рассматривать исследования и в последующем мог поставить точный диагноз. Здесь есть настройки такие, когда можно открывать одно и то же исследование на разных экранах, при том уже одновременно с ними работать. Вот это исследование органов грудной клетки, компьютерная томография случая с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Здесь как раз видны области поражения, а справа уже результаты обработки нашей системой с методами искусственного интеллекта, когда выделяются отдельно легочные поля и цветом помечаются области поражения, где как раз таки обнаружены данные уплотнения поражения. Общий процент поражения легких наша система с машинным обучением считает. Для врача это 14,57%, поражение левого легкого 13,79%, поражение правого легкого 15,25%. Эта система для врача автоматически считает, и вот такой результат обработки показывает, что может быть открыто, как видите, на любом устройстве, которое поддерживает стандарты. То есть наша система подсчитала, рабочая станция Siemens открыла, и врач на ней может посмотреть. Это вот что касается рабочей станции Siemens. Оно на базе процессоров Intel, примерно 2014 года выпуска. Ну и, как повторюсь, уже несколько лет работает, на ней работают врачи в этой медицинской организации. Здесь у нас стоит система на отечественном процессоре Elbrus 8S. Это тоже достаточно такая, ну скажем так, не самая последняя модель процессора 8S. Она где-то выпускалась в 2015-2016 году. То есть эта рабочая станция, она собрана на базе процессора 2015-2016 года, что в принципе сравнимо с той системой, которая, допустим, здесь представлена справа в системе Siemens SyngaVia. Здесь то же самое. Открыты исследования компьютерной томографии органов грудной клетки те исследования, которые как раз-таки являются ассоциированными с пневмонией вирусной, вызванной коронавирусной инфекцией. Например, это может вот так выглядеть. Здесь сейчас я открою то же самое исследование, которое открывал на предыдущей рабочей станции. Это исследование, которое тоже ассоциировано с вирусной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Опять же, часть, которая является результатом компьютерной томографии в легочном окне, а это результат обработки с системой методами искусственного интеллекта, где помечаются цветами поражения
Здесь у нас, например, можно, в принципе, делать синхронный скроллинг, когда врачу надо посмотреть точно. Здесь у нас результаты обработки. В принципе, то, что необходимо врачу, тоже компоновка окон и так далее, это можно сделать аналогично. Что можно сказать вообще в целом в результате? Система, которая работает на отечественном процессоре Elbrus 8S, который не является самой последней, она работает не хуже. Ее можно использовать в медицинских организациях. В данном случае это медицинская организация первичной медико-санитарной помощи, это поликлинические услуги, это как раз таки поток пациентов, когда идет большая нагрузка на врача. И с помощью таких систем можно помочь врачу сэкономить время и снизить рутину, чтобы он мог более детально погрузиться в случай и поставить точный диагноз. На этом все. Спасибо за внимание.